дорогой и родной, Комсомольск на Печоре, ты милый родной. Это где такое? Это ручье, это родник в Лозами, Юра. А как то? Скажи, я в Лозами был вчера. А? В Лозами был вчера. Так, скажи, пожалуйста. Я вчера не был в Лозове. Я был вчера в Лозами. А, ты уехал вчера был позавчера, в Лозове, да. да. Скажи, пожалуйста, что для тебя означает Комсомольск на Печоре? Комсомольск это вообще, ну вообще комсомол. Это для меня самое дорогое. Почему? Потому что я своими словами говорить не буду, потому что это свои слова, это и есть свои слова. Они могут быть лукавые и неискренние. А самые правильные слова нам даны свыше. Даны свыше в виде песен, поговорок, пословиц, притч. И вот песни комсомольские, они самые лучшие песни, и благодаря песням рождался дух Комсомольска. Потому что песни, вот начиная, например, с песни «Легко на сердце от песни веселой, и она скучать», ну и так далее. И там главный самый куплет про комсомол. «Шагай вперед, комсомольское племя, шути и пой, чтоб улыбки цвели. Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли». И вот на этих песнях, проповедях, это все заповеди Бога даны вот в виде песен. Они иллюстрируют те правила, которые 2000 лет, даже и больше, и в Ветхом, и в Новом Завете были даны человечеству. И все они вот в этих песнях это вот как бы подтверждают те правила, которые нам нужно исполнять. И дальше вот другая песня «Хорошо над Москвой рекой услыхать соловья». Это над Москвой. Но это то же самое, что... Нет, сейчас давай про... Что и над Печорой. Комсомольск. Да. Это сакральное имя. Да. Оно истинно православное. Я считаю, что Печора прабабушка Волги. Вот. И прабабушка Дона. Да. Там рождалась цивилизация. Да. Там рождалась истинное православие. Славяне. Древние арии, Да. славяне, потомками которых являемся мы. Безусловно. Да, и наше будущее великое, потому что мы знаем, какими были наши предки. брат, Эта да. волна вернется, и мы на новом витке Да. все это дело возродим обязательно. Безусловно. Мы Так, на пороге этого. так, что мы посоветуем, пожелаем те, кто будет прикасаться к камням, чтоб... Продолжай, пожалуйста. Камнями Камнями саду, да. Ну, во-первых, конечно, это мы положили начало этому каменному саду, потому что было время разбрасывать камни. И действительно, из Комсомольска уехало много людей. И вообще сейчас все человечество как бы распылено. Общин нету, колхозы разрушились, коммуналки уже как бы нету. То есть вот ушло то время. Но наступает новый цикл возрождения. Вот цикл возрождения, когда мы снова собираем камни. И вот мы начали собирать эти камни, уже не первый год собираем камни. Там какие-то слова произносим, вокруг него люди появляются, они тоже клянутся там, и какие-то тоже правильные слова. И я считаю, что обязательно наступит время, когда эти камни, то, что мы делали, оно сыграет свою роль, и в Комсомольск начнут приезжать и возвращаться те люди, потому что именно там, где родился, там и пригодился. И там наша идеология, которая вот племя, шагай вперед, комсомольское племя. Мы племя. И именно там племянники и внуки, и правнуки рождались. И вот они сегодня обязательно вспомнят про этот Комсомольск, про свое прошлое. И обязательно вернутся и пожелают городу
возрождения, светлого будущего, чтобы он процветал и жил долго. Так, я немножко своими словами скажу. Мы с тобой, я скажу своими словами. Мы были с тобой на дольменах. На дольменах были. Где? На дольменах. На дольменах. На Возрождении. Да, это... Так, Комсомольск, это тоже есть сплав, где переплавлялись характеры, где были одновременно заключенные и комсомольцы. Вот я у Галины Эткиной, мы зачитали с ней письмо от его жены, супруги Криволапа Ивана Петровича. Он был строителем в Комсомольске на Амуре, награжден орденом Ленина. А в Комсомольске он выполнял функцию смотрящего. И там. И переплавлялись характеры и политических, и тех, и других, и комсомольцев. То есть там делался человек. Подойдя к нашей горке, необходимо будет помолиться, то есть вспомнить свой род, своих отцов и матерей, бабушек, дедушек, прабабушек до 7-го колена. И это место силы. Но кто, если оттуда возьмет хоть один камень, у него сначала заболит рука, а потом отнимется рука. Ом.